Здравствуйте, с вами Болот Тимиров. Я обвиняемый по 4 уголовным делам по 5 статьям. Помимо меня, еще одного члена нашей команды, Болота Назарова, обвинили по 2 статьям Уголовного кодекса. Якобы он склонял Айпири Адылбек-кызы к употреблению наркотиков. Посмотрите на это видео, которое распространили сами же провластные фейки. Кто кого еще склонял? На прошлой неделе мы показали, как проходил обыск в нашем офисе, кто, как говорится, командовал парадом и в какой момент они успели подложить наркотики. Мы с определенной долей уверенности можем сказать, что именно неизвестный в маске мог подложить мне наркотик в левый задний карман. Ну как неизвестный? Мы попросили наших зрителей помочь опознать его, и мы вместе смогли это сделать. Причем сообщение о его личности пришло не от одного и не от 2 наших зрителей. Знакомьтесь, командир спецподразделения ГУВД города Ош Байгазиев Данияр. Родился 6 июня 1984 года. Согласно базе данных избирателей, голосовал в Аксуйском районе Иссыкульской области, но согласно нашим данным, он уроженец Тюбского района села Иссыкуль. Давайте сравним фотографии. Как мы видим, это один и тот же человек. Теперь сравнение голоса. Он у себя на ленте в Одноклассниках разместил видео и сравниваем его с голосом во время обыска. Just moment. Адрес. Just moment. Чал, WhatsApp. Жерге отыра кал. Сиіп тұрып жаз да. 0507 06. Чал. Салам. Понимаете, есть такая статья, она воспрепятствует сейчас. Следственные действия, Жерге отыра кал. Сиіп тұрып жаз да. Понимаете, есть такая статья, она воспрепятствует сейчас. Следственные действия, Даже не нужно быть специалистом, чтобы сказать, что это один и тот же человек. В том же разговоре он почему-то решил назвать публично свой номер телефона. Мы проверили его в GetContact. Байгазиев, командир СОБР ГУВД. Как говорится, без комментариев. Его же видели и на задержании Дегнича Молдахматова и Телекмата Куренова. Во время задержания и во время расследования ко мне подходили другие ребята из спецназа, из других ведомств и просили не обижаться. В ходе расследования я постоянно слышал от сотрудников: «Боке, без обид, это был приказ». Мол, мы люди подневольные. Просто хочу напомнить пункт 2 статьи 50 Уголовного кодекса. Исполнение закона, приказа, распоряжения, обязанностей по должности. Лицо, совершившее преступление во исполнении преступного приказа, распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. В этой же статье прописано то, что будет, если не исполнить преступный приказ. Лицо не подлежит уголовной ответственности за неисполнение либо иное нарушение приказа, распоряжения или должностных обязанностей, если они были возложены на него неправомерно. То есть ничего не будет. А теперь посмотрим, что же на общих основаниях грозит исполнителю преступного приказа. Статья 361. Фальсификация доказательств. Фальсификация специальных следственных действий, их протоколов или приложений к ним сотрудникам органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства лицом,
осуществляющим досудебное производство, прокурором, специалистом, принимающим участие в уголовно-процессуальных действиях или адвокатом наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. Это просто напоминание. А теперь еще одна просьба к вам. Вглядитесь в эту фотографию. Нам нужна любая информация о нем. Предварительно нам известно, что он работает в 5-м отделе ГКМБ. Возможно, его зовут Бексултан. Он ездит на Toyota Camry гибрид с номерами прикрытия 01 KG 892 AHX. Использует поддельный паспорт прикрытия на имя Бахтыбаева Аслана. Мы его подозреваем в ряде преступлений, в обнародовании частной жизни нашей сотрудницы, в соучастии в шантаже, в фальсификации доказательств по делу о паспорте в отношении меня. Мы будем благодарны любой информации о нем и его действиях в отношении нашей команды. Вместе мы сможем противостоять беззаконию и беспределу властей против своих же граждан. Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании.